Бисмилля. Вот, друзья, начинается речка отсюда. Заезд в хозяйство. Вот так течет река. Вот здесь вот река идет в две стороны. Одна вода идет сюда, другая туда. Вот здесь поставили специальный шандор, водозаборник. Он собирает воду отсюда и подает воду сюда вниз. Вот такой вот, вы посмотрите, кому может быть пригодится построить. Посмотрите, из чего оно сделано. Каким образом оно сделано, да? Смотрите, пожалуйста, вот речка. И вот такой вот заборник. Затем это все идет вот в эту сторону. Сейчас мы с вами все посмотрим. Здесь стоят рыбы. Ну, грамм 300, видимо. 300-350. Это все радужная форель. Оно идет вон куда, смотрите, да? Это тоже бывшие действующие даже русла реки. Они его все перекрыли. Такой должен быть шандор. Вот. Смотрите, такая рыба здесь растет. Затем вот контейнер для корма. Вот корма. Вот домик. Здесь душевая, туалет. Соответственно, экскаватор. Вот такой шандор. Здесь чуть ниже мальки, маленькие мальки. Ну, грамм 7, возможно. Грамм 7 они здесь стоят. Вокруг вот такой лес. Смотрите. Вот так, мальки. Таким образом выращивается форель. Это снова шандор. На ней стоят мелкие сетки. Как я говорил в предыдущей части видео, что нужно вот такую сетку мелкую. Смотрите. Вот такая мелкая сетка перед шлюзами поставлена, перед шандором. А здесь уже чуть побольше сигалетки. Вся эта радужная форель, как я уже говорил. Вот кислород, пожалуйста. Все туда идет. Здесь вот так. Грамм 100-150 сигалетки стоят. Они даже прыгает. Шах. Место. Вот его зовут Шах. Познакомьтесь. Шах, Шах, Шах. Красавчик, охраняй. Здесь тоже люди живут, охрана. Рыбаки. С этой стороны вот такие вот. Такие. Уважаемые друзья, как я уже говорил, вот здесь, видите, здесь все время солнце. Рыба угнетается. Нужно, чтобы была какая-то тень. Обязательно тень нужна. Но вот в этом хозяйстве тени нету. Они все поставлены вот, смотрите, на солнце, да? Чуть, конечно. Но я надеюсь, они попозже поставят. Вот здесь нету кислорода, видите? Кислорода нету. Рыба вся здесь собирается. Она становится черной из-за того, что нету кислорода.
Это я считаю неправильным. Нужно, чтобы был кислород. Когда будет кислород, вся эта рыба уйдет туда назад. Тогда будет правильно. Мы сейчас с вами на ту сторону перейдем тоже. Дальше покажу. Вот, пожалуйста. Смотрите. Вот. Ну, здесь сигалетки все грамм 100-150. Жалко, что нету кислорода. Вы видели вчера, какой был там кислород, как рыбы стоят. И здесь вот без кислорода, как рыбы стоят. Есть разница. Такой лес. Такой лес, видите? Это все рыбное хозяйство. Тут нужно еще облагородить. Нужно построить дороги, чтобы машина подъезжала. Когда они подрастут, станут товарными рыбами, чтобы можно было их подъехать и грузить. Вот теперь давайте посмотрим вот здесь. Вот здесь вот есть кислород, видите? Есть кислород, есть проточность. Рыбы здесь не собираются. Рыба вся уходит вон туда. Вон, видите, черное пятно. Вот это все рыба. А здесь вот нету его. Есть кислород, поэтому их здесь нету. Они вот чуть подальше стоят от кислорода, потому что они насытились кислородом. И вот они будут хорошо расти. Вот такие рыбы, смотрите. О, видите? Они уже не черные, вы посмотрите, они не черные. Они такие сероватые, голубоватые. Видите, спокойно плавают. Им здесь нравится. Вот вся рыба сзади стоит, потому что кислорода достаточно для них. Поэтому они вот здесь стоят. И следующий бассейн то же самое. Смотрите, кислород. Как должен кислород бить? Вот лесенка. И рыба здесь не собирается, смотрите. Спокойно плавает. Свет у них хороший. Живут они хорошо здесь, смотрите. Ну, здесь грамм 200, 250, 300. Немножко тесновато, но надо их потом сортировать и убирать отсюда их. Потому что тоже не пойдет. Вот здесь вот шикарный кислород, смотрите. Вот это вот, я понимаю, кислород. Смотрите. Красота. Красота. Вот вся рыба сзади. Плавает. Вода здесь не греется, потому что она проточная. Поэтому вот рыбы вот так плавают, смотрите. Это все заканчивается вот здесь их хозяйство. Вот такой вот кислород, смотрите. А это все уходит вон туда. Все, оно ушло. Туда она пошла. А по-хорошему вот такое вот хозяйство. Видите? Здесь рыбки побольше. И оно уходит туда. Понятно, да? Такой лес. Спасибо вам за внимание. Будут вопросы, пишите в комментарии, будем отвечать на них.